Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему: как поменяется ваша жизнь за следующие 7 дней. Что ждет, что будет, что сама судьба для вас приготовила. Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация для вас откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка готова. Давайте разбираться, что будет происходить, что будет меняться. Вот смотрите, сердечко, а над ним корона. Сердечко и корона. Либо это какое-то проявление чувств в вашу сторону, либо это какая-то невероятная радость в вашем сердце. Знаете, вот как награда, что ли, какая-то придет. Если это чья-то любовь к вам, то здесь человек очень красиво и ярко проявится и, скорее всего, какой-то подарок по сердцу вам сделает. А может быть, сердце будет петь от радости, потому что тот, кто вам нравится, проявляется к вам, либо что-то вам конкретное предлагает. Также это, в принципе, может быть ситуация, которую вы воспринимаете как радость вашего сердца. Ну, допустим, решилась какая-то проблема, ушла какая-то негативная ситуация, вас похвалили, либо вам что-то предложили такое, знаете, вот серьезное. Но сердце, над ним корона. Это ваше сердце, либо сердце любящего человека, ну а корона — это как статус, награда и сердечная радость еще вот мне идет. Дальше, мои хорошие, показывают, что вы по троечке взбираетесь наверх. То есть какие-то люди в вашем окружении, либо у вас на работе, либо у вас там по соседству, родственники, может быть, будут вам помогать добиться своей цели. Слаженное взаимодействие, помощь, поддержка сделают свое дело. Вам, во-первых, будет очень приятно. Во-вторых, такой всесторонней поддержки вы точно не ждете. И до цели вы своей дотянетесь гораздо быстрее, либо раньше, чем могли изначально предполагать. И вот вижу, что будете благодарны этим людям. И вообще эти люди как-то вот по-другому даже в ваших глазах выглядят. То есть скажете, какие вы у меня хорошие, какие вы добрые, какие вы ответственные, да, порядочные люди. Видите, через тройку вы вскарабкиваетесь и до цели своей добираетесь. Дальше. Кто-то из вас ходит по звездам, ну, либо будет ходить по звездам. Звезды — это возможности, звезды — это те редкие шансы, которые нам выпадают. Вы по ним ходите, пытаясь отыскать именно то, что вам откликается. Понятно, что не все полезно, не все важно, не все интересно. И ходить вам, конечно, придется долго, потому что звезд много, либо свою звезду очень сложно будет найти. Но если постараться, то у вас все получится. Возможно, будет как обилие предложений, обилие возможностей. И нужно будет конкретно постараться и выбрать то, что вам идеально подходит, либо соответствует текущему положению вещей в вашей жизни. Вот здесь, смотрите, какого-то вот козла показали, козлик какой-то, а может и козочка, но больше на козлика похоже. Человек упрямый, человек, который привык добиваться своих целей, человек, который буквально ни за что не передумает. Да, с каким-то упрямцем вам придется столкнуться, но этот козлик, он слишком мелкий, потому что вы, несмотря на свои положительные качества, тоже очень упрямый человек. И козлик вас точно не испугает. Мне кажется, этот козлик будет бедненький, да, и от него останутся рожки до ножки, когда с вами столкнется. Поставите на место, проявите свою силу характера. Ну, как бы козлик, да, мелкий все-таки показан. Для вас точно мелкий. И вы даже как внимания не обращаете, да, на этого козлика. Козлик упрямый, а вы еще упрямей.
и ваше возьмет, но не козлика, да? От козлика ножки-дорожки останутся. Дальше показываю дерево. Дерево как знак семьи, рода. Также дерево очень часто про здоровье говорит. На этом дереве как будто бы новые веточки начинают расти. Ну, улучшение во взаимоотношениях с семьей, с родственниками, улучшение в состоянии вашего здоровья и даже какие-то, возможно, обновления. Да, вот веточки растут. И еще могут быть очень хорошие новости от родственников по поводу личной жизни ваших родственников. Там кто-то забеременел, кто-то жениться собирается, либо замуж выходит. Да, новые веточки появляются. Хороший знак. С левой стороны показывают, что вы с кем-то обнимаетесь и целуетесь. Ну, возможно, это какая-то романтическая встреча, романтическое свидание. Ну, понятно, со всеми вытекающими. А у кого-то отыграется это, возможно, дружеская либо родственная встреча. Но именно с человеком, с которым вы можете обняться и поцеловаться. Ну, такой вот именно уровень отношений, очень близкий, теплый уровень отношений. То есть, скорее всего, вы либо не ждете, что свидание закончится романтикой, либо вы не ждете, что встретите того или иного человека, с кем прям хорошо проведете время. Да? Вот родной, близкий человек, кому я безумно рада. Либо свидание настолько окажется успешным, настолько романтичным, настолько человек прям раскроется, сумеет вам понравиться, что все закончится объятиями и поцелуями. А может и чем-то побольше, посерьезнее, скажем так. Еще показывает, что вы сделаете прыжок, ну что-то наподобие парашюта, наверное, да, вот вы держитесь за это и так медленно маневрируете, спускаетесь на землю. Прыжок со страховкой, скорее всего, да. Вы это сделаете, и вы будете очень переживать, потому что вы не уверены, насколько сработает ваш парашют этот, да, либо страховка сработает, насколько. Будет тревожно, будет беспокойно, но когда вы прыгнете и очень плавно и медленно приземлитесь, вот тогда вы и выдохнете. Вам даже понравится. Скажете, ну, если бы я знала, что будет такое, как медленное это падение, да, такое комфортное приземление, то я бы еще и раньше прыгнул, да, либо прыгнула. То есть глаза боятся, руки делают, да, и не все так страшно, как представляется, да, в планах. Как-то легко, дай Боже, да, чтобы все легко было. Дальше вижу, что по какому-то серьезному делу будете общаться с какими-то людьми, а люди такие, знаете, то ли не в теме, то ли они прикидываются. Ну, больше, наверное, похоже, что не в теме. Но эти люди, несмотря на их там, первые там, слова в вашу сторону, либо какие-то первые действия, все равно постараются вам помочь. То есть вы будете настолько убедительны, либо настолько очаруете этих людей, что эти люди скажут, ну ладно, вот тебе мы поможем, да, с тобой мы поработаем, как-то там что-нибудь придумаем. И вы знаете, несмотря на то, что ситуация сложная, как я вижу, да, и вы как будто бы вообще говорите на разных языках, может, правда будете общаться с какими-то иностранцами, вот люди постараются, пусть не умом, но интуитивно вас понять и вам помочь. И вы знаете, вы будете тронуты. Вы скажете, да, в мире есть добрые люди, отзывчивые люди, люди, которые не действуют на отмашь, да. Вот прям впечатлит вас это все. Да, взаимодействие, кстати, очень таким теплым, позитивным окажется. Не могу сказать, что прям 100% успешным, но хороший опыт обретете. Дальше. Женщина мужчине что-то предлагает, буквально протягивает на руке, а мужчина такой, как знаете, отказывается, либо отворачивается. Девушка, женщина, мужчина просто не готов. Не готов. Вы опережаете его, либо ваш ход мысли опережает его ход мысли. Это не значит, что этого не будет. Это говорит лишь о том, что время еще не пришло. Ему нужно время на осознание, на то, чтобы это все там у себя в голове взвесить, перевесить, усвоить, да, вот как-то так, чтобы там процесс запустился. Вот. Проявите не настойчивость, но терпение. То есть вы ему раз предложили, он такой отказывается. Хорошо, подождите, предложите на следующий день, там, потом через день, через 2 дня. Вот. До него дойдет.
что вы хотите, как вы это видите и какую это выгоду либо пользу принесет. До него это дойдет, и он это сделает. Но немножечко попозже. Вы очень быстро думаете наперед, а мужчина не обладает вашими способностями, поэтому ему нужно время на усвоение, на то, чтобы дошло. Так, на работе у кого-то интересный разговор состоится. Разговор, где как-то вам так скажут, что перспектив нет, что все очень плохо, что все в закат движется. То есть очень похоже, что человек прощупывает почву. Либо человек пытается, скажем так, проверить, вы крыса или нет. То есть крыса сразу убежит с корабля, который начинает тонуть. А капитан останется до конца, да? Последний, кто сходит с корабля. И там прям, знаете, все так наиграно, все так драматично. Вы, скорее всего, в курсе всех событий. Вы скажете, что за ересь, да? Что человек несет. Просто человек хочет увидеть вашу реакцию. Покажите свою реакцию. Так и скажите: я буду до конца. Мне все равно. Бесплатно буду работать, родную фирму не подведу. И это, кстати, произведет нужное впечатление, и нужные баллы вы точно заработаете. Если вы в панику впадете и начнете там голосить, что ой-ой-ой, что же делать, я не могу остаться без работы, без денег, то человек соответствующую отметку сделает в вашем личном деле, допустим. Как проверка мне идет, да, вас будут проверять на вшивость, на прочность, на умение держать удар, либо стоять перед какими-то проблемами, да, лицом к проблемам. Начальник, либо какой-то другой начальник, ваш начальник, другой начальник, самый главный начальник. Какой-то такой момент, как проверка мне идет. Вы, кстати, на очень хорошем счету, но ваша персона, она спорная, потому что не все знают, чем вы занимаетесь, и не все осведомлены, какой объем работы, какую сложную работу вы ежедневно выполняете. Вот в этом, кстати, загвоздка. То есть знают, что вы работаете, что вы милая, общительная, исполнительная. Но что конкретно вы делаете, мало кто знает. Вот в этом проблема. Но это, скорее всего, вина вашего непосредственного начальника. Так, у кого-то, кто работает с клиентами, глаза вот такие огромные, как блюдца. Человек, клиент, придет и что-то такое у вас попросит, от чего у вас прям дыхание перехватит. Вы скажете: что это, как это, да? Это какой-то новый тренд, какой-то такой запрос очень и очень необычный. И в будущем это станет, прям модно, да? Это станет повсеместно, либо все будут пытаться это делать и предлагать. Считайте, что вам повезло. Считайте, что вы именно сейчас можете эту тему изучить, к этому подготовиться, либо начать именно пробовать вот этот новый тренд. Вот. Не отказывайте этому клиенту, просто объясните, что вы будете это делать впервые, и что результат может быть не совсем тем. Вот. Может, денег меньше возьмите, либо, я не буду вас учить, вы сами подумайте, что вам делать. Но главное сказать честно, что я впервые такое вижу, но я попробую, да. Там ничего сложного, я так понимаю, нет. Просто это как-то необычно, непривычно. И пару раз попробуйте, у вас 100% будет отличный результат. Но не отказывайте, потому что клиент может быть скандальным, противным, отзыв вам плохой напишет, либо начнет вашу репутацию трепать, почем зря. Скажите так: впервые вижу, не знаю, попробую, да? Отказывать вам не буду, но я попробую. Вот. Все равно этот человек нигде не найдет, кто сделает ему точно так же, как он запрашивает. Потому что это новый тренд. Еще люди об этом мало где знают, мало кто умеет. Скорее всего, это что-то иностранное, да? с иностранных соцсетей, да? И человек и сам не знает, как это на самом деле должно быть. Дальше. Кому-то очень повезет, и вы своих то ли детей, то ли внуков отдаете в надежные руки. Может быть, это какая-то секция, какой-то тренер, либо какой-то лагерь для детей, какое-то учреждение, да, которое за детками присматривает, либо проводит время с детками. Не могу вам точнее сказать, вы все разные, живете в разных странах. Но ребенка вы куда-то пристроите, и это надежные руки показано.
Прям вам удастся. Да, скорее всего, вы об этом думаете. Ну, не хотите, чтобы ребенок там в квартире сидел, либо без присмотра находился. И у вас получится. Вам, кстати, кто-то посоветует. По чьему-то совету вы это сделаете. Не будете особо рассчитывать на то, что все получится, но у вас конкретно получится. Дальше. У кого-то прям язык чешется, 5 на языке. Человек либо сам по себе очень такой скандальный, либо у человека к вам претензии, хочется прям конкретно вам предъявить эти претензии. Ну, скажу так, 5 на языке так и останется, она как будто бы прилипла к этому языку. То ли в момент, когда вы встретитесь, человек там уже перегорел, да, и вроде хочется, а уже не может. Либо, возможно, человек не сможет с вами встретиться, потому что сама судьба не допустит, чтобы вас кто-то расстроил, либо обидел. Ну, как-то словесно вас задел, либо там наговорил вам каких-то гадостей. Так, еще стрелка вниз, стрелка вверх. Стрелка вниз. В чем-то, в каких-то 2 разных направлениях. В одном направлении спад, а в другом, наоборот, рост. Поэтому вы не сильно расстроитесь. Вы просто примете это как данность. В чем-то спад, в чем-то рост. И оно компенсирует друг друга. Нет, конечно, бы хотелось, чтобы везде стрелки были вверх, и все везде получалось, и все было максимально удачным. Но, к сожалению, мы не в сказке живем. И опять же, закон сохранения энергии, нельзя про него забывать. Ну вот как-то так мне идет. В чем-то стрелка вниз, в чем-то вверх. Неожиданно, но тем не менее, что есть, то есть. С этим мы будем работать, да, с этим мы будем жить. Дальше, по поводу денег. Хочу предупредить. Опять показывают наличные. Нужны наличные. Чтобы это не стало для вас большой проблемой, либо большим стрессом. Заведите за привычку иметь дома наличные. Вот вам это пригодится и сейчас, и в будущем. То есть постоянно должна быть какая-то сумма, любая, по вашим возможностям, именно в наличных деньгах. Это очень вам поможет избежать стресса, накала страстей, неприятных моментов и даже каких-то отказов. Ну, допустим, не принимают карту, принимают только наличные, а у вас нет наличных. И что делать? Куда бежать? Да? Там банкомата нет, банковского отделения нет, вы где-то там за несколько километров от города. Ну, что делать? Да? А наличность очень нужна. Поэтому заведите за правило, лишним это точно не будет, и не раз вам еще это прям пригодится. Это важно. Держать наличные деньги дома. Дома, в кошельке, в кармане, ну вот где-нибудь, где можно дотянуться, взять и как расплатиться, да, либо что-то обрести, приобрести за эти деньги. Еще предупреждают про человека. Этот человек жаловаться будет, жаловаться на какие-то превратности судьбы, либо на какого-то конкретного вот человека жалуется. Говорят, не верьте этому человеку, этот человек актер либо актриса и играет свою роль. Роль не героя, но злодея. У человека что-то на уме, и человек буквально пытается вами манипулировать, пытается быть жалким, жалкой, и вот очень так слезливо жалуется на жизнь, да, на других людей. Верить нельзя. Верить нельзя. Тот, у кого действительно неприятности в жизни, сам жаловаться не будет. Люди вообще стесняются своих неприятностей на самом-то деле. Люди считают, что это их какая-то вина, да, что неприятности произошли. Но этот человек, он точно что-то задумал и что-то нехорошее. Это какой-то злодей, роль злодея. Поэтому не верьте. Не верьте. Вы можете, конечно, задавать наводящие вопросы, вы можете проверочные вопросы задавать. Ну, там как бы все скроется. Не верьте. Дальше показывают человека, похоже на мужчину. Мужчина, мужская энергия. С белым флагом к вашему порогу идет. И он вам об этом сообщит заранее, что вот скоро приду. Приду мириться, приду договариваться, приду извиняться. Да, какие-то такие вещи он будет говорить. Но идти он будет очень долго. Очень долго. Потому что на ноге у этого мужчины женщина висит. И вот не мужчина, но эта женщина, она главная злодейка.
она интригантка мне идет. И она прям завладела сознанием и мозгом этого мужчины. Смотрите, если вы мужчина, и это ваш друг, который вас там ни с того ни с сего обидел, то ваш друг, он как теленок, да, теленок несмышленый, а виновата женщина, женщина, которая управляет им. Если вы женщина и мужчина вас обидел, то, скорее всего, это либо соперница, либо это там какая-то родственница, мама, может быть. То есть вроде как бы и хочет помириться, но эта женщина вцепилась в ногу, грузом висит и не позволяет ему к вам прийти, хотя он хочет этого. Пока эта женщина висит на ноге у мужчины, никаких нормальных, адекватных отношений, ни дружеских, ни любовных, не жди. Не будет. Она будет все портить. Она ужасная интригантка, злобная и жестокая. Поэтому нужно думать наперед. Да, вы можете договориться, помириться, но в любой момент может быть подножка. Подножка по научению этой женщины. Так, еще. У вас тут прям целая грибница, но грибочки еще маленькие, им расти и расти. Знаете, вот как кругляшки такие маленькие, только вылазят из-под земли грибочки. Ну, может, вы грибник, да, и вы собрались за грибами после дождей, либо как-то там грибники это просчитывая, да, когда там грибы вырастут. То есть, в принципе, если пойдете, то найдете, но много не удастся собрать, потому что они все очень молоденькие, маленькие, только лишь начинают вылазить из-под земли. И если речь идет о каких-то деньгах, о заработках, то надо подождать. Надо реально подождать. Все будет, но будет немножко позже, чем вот эти 7 дней. Ждите, тогда соберете максимально грибов, либо заработаете хорошие деньги, да, либо хорошая прибыль придет. Иногда, да, нужно подождать. Конечно, хочется все и сразу, здесь и сейчас, но иногда нужно подождать. Так, дальше. Показывают чьи-то такие прям острые, тонкие зубы. Это как зубы животного, наверное, да, у людей нет таких зубов. И показывают, что эти зубы в кого-то вцепились. Но это не вы, 100% не вы. То есть, возможно, узнаете, либо на ваших глазах произойдет, кого-то может укусить либо собачка, либо кошечка. И тут сразу вам говорят, что животное не виновато, человек спровоцировал, либо животное почувствовало, что у человека какие-то ужасные злые мысли, намерения. Ну, понятно, что животные сами говорить не умеют, не могут ни объяснить, ни оправдаться, да. Но вот не судите строго. Может, у вас дома есть животное, к вам кто-то в гости придет, а животное укусит этого человека, да. И не ругайте свое животное. Ваше животное не какое-то злобное, там, агрессивное создание. Нет, ваше животное просто чувствует негатив, негативные намерения считывает и негативный посыл, да. Вот мне вообще идет, что у кого-то животное — это ваш личный охранник, страж. И, возможно, придет человек с дурными замыслами, мыслями, может, вообще он там крадник, либо порчу захочет подкинуть. А ваше животное это все уловит, почувствует и укусит. Если у вас нет животных, но вы узнаете, что кого-то укусила там либо кошка, либо собака, либо какое-то другое животное, знаете, что этот человек очень плохой, либо плохое замышлял, а животное это почувствовало и таким образом остановили этого человека. Дальше, мои хорошие, показывают, что будет какой-то грустный повод, чтобы собраться, но вы то ли классные друзья, то ли вы очень близкие родственники. Буквально там посидите, немножко поговорите, и уже у вас настроение у всех совершенно диаметрально поменяется. То есть повод собраться, он какой-то грустный, драматичный, но через время вы уже там анекдоты, шутки, прибаутки, весело проводите время. То есть вы как друг другу терапия, да? Поднимаете настроение, помогаете прожить этот стресс, выдохнуть страхи. Возможно, да, это какие-то посиделки в такой маленькой дружной компании, либо с родными людьми. Повод грустный, но все закончится хорошо. Вы друг другу поднимете настроение, счастливые, довольные, потом там разойдетесь, пойдете спать. Вот как-то так мне идет. Еще
говорят, что какого-то события не будет. Не будет. Вы его будете ждать, вы на него будете настроены, вы к нему будете готовиться, а не произойдет. Вот не случится. Не случится по каким-то, ну, достаточно таким объективным причинам. Но вам эти причины назовут. И почему-то мне еще идет, что не случится прям, сообщат вам об этом прям перед самым событием. Там, за час, за несколько часов, там, за сутки могут сообщить. Вот, то есть зря готовитесь. Вот как-то так мне идет. Даже немножко выгорание почувствуете, скажете, ну как так, ну я же готовилась, да, ну зачем, за что, почему. Ну, есть на то причины, и причины достаточно объективные и серьезные. Дальше показывают, как будто бы две дороги, два пути. И важно не ошибиться, потому что от того, какой путь, какую дорогу вы выбираете, то вы по итогу и получите. Вроде как все одинаково выглядит, но это не значит, что это равно. Вам нужно будет прям приложить много усилий, особенно вот хорошо поработать головой, для того, чтобы выбрать правильный путь. Выбрать правильный путь. Не спешите. Вот. Главное, не спешите. Все продумывайте, все взвешивайте, все наперед просчитывайте. Ну, я думаю, вы справитесь. Вот если поспешите, либо кого-то послушаете, то можете неправильный выбор сделать. А если прям продуманно, просчитанно, выверенно подойти к этому вопросу, то вы точно не ошибетесь. Спешка, да, главное — это суета и спешка. Вот это нужно убрать. И советы, да, дурные советы, либо злонамеренные советы, это тоже вам может помешать. Верьте себе, своей голове, своему сердцу, своей интуиции, и тогда все будет хорошо. Мои дорогие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.